появился материал. За 1,5 года поступило в мой архив около 2000 фотографий, с которыми я еще разобраться до конца не могу. И были очень интересно, дальше. Вот здесь схема показана. Автор. Я часто задаю вопросы людям, с которыми встречаюсь, особенно со старожилами. Задаю такие вопросы. Ваши родственники фотографировали когда-нибудь Ижевск? Есть ли у вас снимки ваших предков? Составляли генеалогическое дерево? Если они, многие говорят нет, а если они говорят да, то я договариваюсь о встрече, копирование, пересъемка фотографий, интервью. И потом, оказывается, связь с другими людьми, потому что в интервью выявляются новые люди. И так вот эта лавина, цепочка. Поэтому очень, иногда даже как детектив события происходят вокруг этих фотографий. Дальше, пожалуйста. Это вот содержание книги. Структура содержания точно такая же, как и в первой части. Это конец 19 века. То, что было найдено новое по этим фотографам. Профессионалы, любители. Много фотографий неизвестных авторов, которые, кстати, становятся потом... Я нахожу авторов этих фотографий. И даже 2 или 3 я опубликовал еще раз во второй части книги, потому что нашел автора этих фотографий и подробное описание событий, которые были связаны с этой фотографией. Вот новый Ишутинов, совершенно неожиданно. Человек, который много-много снимал. Родственник Игоря Гесса, знаменитого нашего аккордеониста, который многие годы играл в оркестре. А через Гесса я вышел на его деда, Отто Гесса, Отто Фридриховича, который 35 лет работал в литейном цехе, и много материалов посвящено его замечательной работе на Ижмаше. К сожалению, его в 1938 году, как немецкого шпиона, арестовали, 2 года его мучили. И его сын, как немец, фамилия Гесс, отработал на железной дороге строительства и так далее. Вот Бехтерев, наш знаменитый скрипач. Совершенно неожиданно он оказался фотографом. В 30-е годы столько наснимал. И эти фотографии я получил из Болгарии. Там проживает его внук. Все это я покажу. Ижевск в годы войны. Здесь, конечно, большая помощь Ижмаша оказалась. И послевоенный Ижевск. Тут новые люди, которые были обнаружены, Поколенников. Я хорошо был знаком, вместе работали с его сыном, Сашей Шейнин, ВУДГУ преподаватель. И через Сашу я вышел на его отца. Он, оказывается, столько снимал тоже интересных фотографий, качественных. Яковлев, художник Аркадий Иванович. Голев. Представьте себе, 50-й год. 11-летний мальчик увлечен техникой, машинами, лодками моторными. И вот он выходит регулярно на улицы города и фотографирует транспорт. Машины, трамваи, автобусы. И потом аккуратно наклеивает все это в альбом и называет альбом «Движение». Вот. Это будущий профессор Рудольф. Мой студент когда-то был. Далее раздел большой посвящен Новику Анатолию Васильевичу, потому что его вклад в развитие молодежного автомототуризма, автомотоклубы, первый и единственный автомотоклуб в Советском Союзе был создан в Ижевске. Уже в 1974 году, уже где-то там 15-10 лет, 2000 юношей, девушек получили права, обучаясь в этом клубе. А сколько путешествий было по Удмуртии, по России. Масса фотографий
вот в этом разделе. И послевоенный. И еще глава появилась благодаря Василию Борисовичу. Ижевцы в Америке. Он вышел на своих родственников, которые когда-то жили в Америке. На сербское кладбище. А там 11 тысяч русских захоронено. И все могилы сфотографированы одним русским по фамилии Хисамуддинов. И составлен каталог этих могил. Дальше. Ну, один из, значит, самых продуктивных фотографов, корреспондентов, это Арбузов. Он начал в 30-е годы работать и до 57-го года работал в Ижевске. Но, к сожалению, фотографий его почти нет. Он снимал для «Удмуртской правды», иногда по несколько снимков в день «Удмуртская правда» публиковала на протяжении вот этих лет. И ничего нет. Но все-таки в «Удмуртской правде» вот я привел две уникальные фотографии. Это военизированный праздник в августе 1944 года, где школьники, у них был заплыв с гранатой в руке. Причем один из них вот справа, это Эвик Солохин, один из семьи замечательных пловцов. Целая династия, там, деды, прадеды, дети, внуки, они все были выдающимися пловцами. Или вот единственное был соревнование, игра, матч в пушбол. Никто, может быть, не слышал про пушбол. Пушбол — это толкать мяч, пуш. Это мяч около 2 метров в диаметре. И надо было его затолкать в ворота, получить очков, какое-то количество очков. Либо перебросить через ворота, что еще больше давало. И вот 14 августа, «Удмуртская правда», матч сам этот был 12 августа, и Арбузов все это снимал. Масса фотографий. Дальше. Вот фотография, которая в первой книге опубликована, но я не знал автора, а получил я ее от своего родственника. Его отец был заместителем помощника директора Ижмаша по охране Науменко. Его сын тоже не знал, что это за фотография, что там такое. И вдруг в «Удмуртской правде» я обнаружил эту фотографию. Автор Арбузов. И посвящена она победителям военизированного мотопробега Ижевск-Сарапул, Ижевск. В каком году это было в 1947 году. А это у меня в книге-то это все написано, здесь просто я упустил. То есть они на мотоциклах гнали, потом объявлялась газовая атака, они все одевали противогазы, мчались в противогазах. Потом стрельба, враг напал. Они все, значит, с винтовками, стрельба была и так далее. То есть очень интересно. Все это в газете описано. Дальше, пожалуйста. Вот открытки были выпущены Арбузовым. Тоже, правда, качество низкое открыток очень. И год не указан. На обороте информация есть, тираж, но года не указано. Дальше. А вот наш скрипач, выдающийся Бехтерев, один из организаторов детской музыкальной школы, который в оркестрах играл при Дворце культуры, машиностроителей, клуб «Кор» назывался тогда. Вот это его снимки, множество снимков, посвященных демонстрации. Причем, обратите внимание, освободимся от импорта. Это 30-е годы. Плакаты иногда очень бывают интересные. Дальше. Вот это же демонстрация. Видите, здесь уже в 29 году колокольня снесена, но купол еще остался, который его снесли в 1936 году. То есть можно примерно
узнать время, до 1936 года где-то был. Дальше. Вот мотоциклисты наши. ИЖ-7 знаменитые, самые массовые ижевские мотоциклы на демонстрации. Дальше идет несколько машин. И да здравствует Сталин, мудрый, только слова. Дальше. Еще одна демонстрация на площади имени Пастухова. Площадь называлась. А это вот Бехтерев с учениками детской музыкальной школы. Это его сын, известнейший в Удмуртии дирижер. Фотограф. Он не занимался фотографией, но как сына известного человека я поместил здесь, тем более фотография относится к истории Ижевска дальше. Ну и вот так называемый гражданский клуб, когда-то он до революции назывался, потом его называли Народный дом, клуб металлистов, клуб пролетпульта. Здесь в пристрое был кинотеатр «Металлист», известный. И там во дворе был в виде большого сарая. Был тут большие двери были. Ну да, и мы школьники, просто лавки там стояли. Мы школьники туда ходили без билета. То есть собиралась толпа хулиганов и ждали. Вот осталось там, чувствуем, что уже вот-вот кино начнется. Мы начинали давить бабушку, которая проверяла билеты. Сносили ее, ворота открывались, мы туда забегали, кого-то ловили, выводили. Но основная масса на полу сидела и смотрела бесплатно фильм. А это первая ижевская скорая помощь. Безотказная, экологичная. Да. Не страшны были ей пробки, которых тогда, правда, не было. Дальше. Вот педальные автомобили, массово изготовленные на детской технической станции. А там сотни школьников ходили. Я там в 7 классе записался, и через год я уже получил специальность токаря, которая мне пригодилась потом работать, зарабатывать на хлеб. Потому что в техникуме нас 1,5 года еще раз токарному делу изучали, мне дали более высокий разряд. Это они готовятся к демонстрации, выстроились. А вот сама механическая мастерская. Детская техническая станция размещалась по улице Милиционной, дом 15. Прямо тут на обрыве стоял большой деревянный дом последние годы. И она выдала очень много специалистов. ДХВД. В том числе мой ДХВД, это другое. Другой, да? Да, это дом художественного воспитания детей, который вот практически, в котором с первых лет работал Бехтерев. Например, выпускник этой детской технической станции, известный в Петербурге профессор Щербаков, мой родственник, живший напротив меня в доме. Мы с ним общались. Именно он, меня не брали в авиамодельный кружок из возраста, а он просил записать туда. Он в Ижевске первым сделал модель летающую с реактивным двигателем, создал аэродинамическую трубу в этой станции. И когда 1,5 года назад я был у него в Петербурге, профессор почетный военно-механического института, он мне дал 150 фотографий. Вернее, я там отсканировал у него 150 фотографий, которые частично вошли во второй том. Дальше. Ну, это уже дома, недавно снесенные по улице Ленина между Удмуртской и Коммунаров. Помните, наверное.
Здесь еще трамвая нет. Дальше. Ну вот трамвай. Остановка была выше советской некоторое время. Здесь столовая, номер 9 была. Одноколейная была линия трамвайная. А чтобы разъехаться трамваем, были специальные разъезды. И часто на остановках, когда долго нет трамвая, люди ложились и ухо прикладывали к рельсам. В металле звук распространяется примерно 5 километров в секунду. Если там шум есть, значит трамвай где-то идет. Если шума нет, пошли пешком. Вот таким образом. А это Ишутинов снимал очень много в парке культуры и отдыха. Вот. Центральная аллея, такие там были сооружения. Дальше. А вот еще демонстрация в 30-е годы, посвященная Всемирному антивоенному дню. День начала Первой мировой войны был объявлен антивоенным днем. Сейчас мы его уже давно не празднуем, а в то время праздновали. И здесь из личной лекции одного из присутствующих здесь коллекционеров. Дальше. Вот интереснейший снимок. На крыльце Михайловского собора. Заготовка капусты для соления, видимо. Стоит машина шинковочная большая. Женщины ее вращают, крутят и шинкуют капусту. То есть был склад в Михайловском соборе, был овощной склад перед сносом. Но это довоенные снимки. Обработка штыка на конвейере. Кстати, мой дед в 1899 году получил первую медаль за улучшение технологии штыка. Штыки делали. Это не именно была часть винтовки. Дальше. Это уже 42-й год. В сутки надо было до 10 тысяч винтовок выпускали. А механические детали, там проблемы особой нет. Поставь станки рабочих и выпускай. А вот с ложами дело было сложнее. Надо было дерево высушить, чтобы там не было ни сучков, ни трещин. То есть здесь это довольно ответственное производство. А производство было там, где сейчас Национальный музей. Вернее, дом президентский дворец рядом с музеем. В 86 году у него Измаш оттуда выехал. Дальше. Ну вот это очень внедрение вот этой операции резко увеличило производительность труда. Раньше фрезеровали ствольные коробки, а здесь за одно движение вот этих инструментов, протяжек, сразу 3 коробки обрабатывалось. Ну это снимок Хисамуддинова, рано ушедшего из жизни. У него много фотографий и жестов осталось. Это открытие монумента. Дальше. Вот редкий снимок. Сейчас на этом месте здание Госсовета. Здесь был долгие годы морг. Ну и в Генеральском доме значительное время была скорая помощь. Видите, какие шикарные машины я сейчас получил. И скорой помощи ездили. А это одно из первых зданий аэропорта, старый аэровокзал. Кстати, история аэропорта очень богато представлена в музее 81-й школы.
Огромный музей. Я никогда не представлял, что там такой в Нет, школе. Центр детского творчества Устиновского района. Да. Музей Устиновского района. Помещение школы. Я неправильно я сказал, музей 81-й школы. Музей Устиновского района. Дальше. Ну и вот, скорая помощь не доехала до больного, застряла. Ну а это один из моих снимков. Я все время снимал своих друзей в детстве. Они меня этим фотоаппаратом. Вот он. 36-го года. Ретина Kodak. Ретина означает сетчатая оболочка глаза. Говорит о высоком качестве. Фотоаппарат до сих пор работает, но уже пленочная фотография ушла в прошлое. Фактически. Вот тут. А это два водителя МВД. Справа мой отец, он долгие годы работал шофером. Дальше. А это в музее Маша Новиков. Анатолий Васильевич передает инструменты и оснастку музею из своей коллекции. В центре Ионов, начальник оружейного производства. Слева от него тоже наш краевед Болтин. Познакомившись с Болтиным, оказалось, что его отец фотографировал город, и дед фотографировал город. Ну и вот еще, когда исследовали перед возведением Михайловского собора, археологи исследовали фундамент. Я это увидел по телевизору, взял фотоаппарат, помчался на это место и застал эту группу археологов и телевидения. Макаров. Из одного Макарова с лопатой. А? Один Макаров там с лопатой. Ну он сам там тоже с лопатой работал, правда экскаватором. Я все это сфотографировал, в том числе захоронения здесь оказались. Дальше. Ну это из коллекции Новиковского юношеского автомотоклуба. У них там много снимал Александров, активно участвовал, Борис Александрович, с которым мы познакомились, общаемся. Новиков устраивал всевозможные соревнования. Они объезжали Удмуртию, допустим, мотопробег, посвященный Ленину. По всем совхозам, колхозам, имеющим, носящим имя Ленина. Они по всем объехали, везде давали концерты. Школьники там устраивали соревнования между собой. Вот одно из соревнований. Надо, значит, на ходу проскочить по доске. Одного из воспитанников я встретил на мотозаводе. Он начальник отдела. И он помог даже распознать, кто есть кто на фотографиях на некоторых. Дальше. Вот. Кто вперед пролезет через велосипедную покрышку. Такие соревнования. Это вот наши ижевцы, Сан-Франциско. Уехало наших очень много. И на кладбище по спискам я обнаружил много довольно известных людей, участвовавших в Ижевском Воткинском восстании. Дальше. Вот Иван Федорович Федотович Шестаков, родственник нашего Это мой краеведа прадед. Шестакова. В генах передалось интерес к Ижевску. Дальше. Вот. Чистая ижевская обстановка.
Сан-Франциско. Дальше. А это вот мастерская, где кто-то работал, поскольку это семейная фотография, очевидно, кто-то изображен. Даже похоже, что в белой рубашке похоже на мужа. Дальше. Это дом Сан-Франциско, где русские мигранты проживали. Дальше. И еще вот тоже исчезнувший ресторан. Кстати, в этом ресторане впервые город принимал итальянскую делегацию. Бизнесмены Италии, Салтыков договорился, что сюда приедут бизнесмены Италии. Это был первый визит. Они приехали в Москву, а город еще закрыт, их не пускают сюда. И вот шли долгие переговоры, чтобы сказать, откройте город, откройте, они уже целая там бригада итальянцев в Москве ждет. А меня, значит, как переводчика к ним присоединили. Причем, кроме всего прочего, я еще бегал, искал туалетную бумагу, потому что в гостинице Ижевска, она уже центральная была во всех туалетах газеты. Они могли подумать, что наш просвещенный народ чтением занимается и в этих местах. Итальянцы приехали, и вот здесь был завершающий банкет. Им так понравилось это здание, что Балакин обещал построить в Италии такой ресторан, а они за это обещали построить гостиницу там, где сейчас троллейбусное кольцо, десятки около столицы магазина. Ну, потом кто-то его, видимо, поджег, не знаю, дальше. Ну вот все, здесь не вышла интереснейшая фотография. Будучи в октябре в Ханты-Мансийском округе, в городе Нягань, ну, я, как правило, в музей зашел местный, начали разговаривать об Ижевске. Вдруг выходит мужчина из комнаты и присоединяется к нашему разговору и показывает большие знания по истории города. Я говорю, вы откуда это все знаете? Он говорит, а я же Ижевский. А здесь что делаете? А здесь у меня бизнес, выставка живых бабочек. Ему присылают коконы из Австралии, там, Южной Америки. Коконы у него родильный дом стеклянный такой там на столе стоит. Они рождаются, бабочки вылетают. И вот школьники, взрослые там толпами ходят. Бабочки от маленьких до таких вот больших. Живут они от 1 до 7 дней. Тут же у них стол, где они питаются. Я говорю, у меня есть фотография одна интересная, ижевская, как раз с собой. Я там писал самую трудную главу Ижевца в Америке. И на другой день я принес ему фотографию эту, напечатанную, некачественно довольно. Он засмеялся и говорит, а вы знаете, что у меня подлинник есть? И вот это мой дед. А это Федечкин, командир Ижевской дивизии. Это его красавица жена, а это его теща. А вот здесь Севрюков, очевидно, похож на Севрюкова. В январе мы с вами встретимся, и он ко мне с целой сумкой вот этих фотографий, документов с 1838 года пришел. То есть вот такие интересные события. А Федечкина история очень интересная. 7 лет он не мог встретиться с женой. Он уехал в Сан-Франциско, в Америку. А американцы потом ввели, может быть, потому что очень много было иммигрантов русских, ввели ужесточение законодательства. И когда его жена попыталась тоже уехать из Харбина или Китая, очень многие там жили временно, ее в Америку не пустили, несмотря на то, чтобы за нее хлопотали, там генералы все наши иммигранты.
И она поселилась в Мексике, на границе США, в городке. А Федичкин приехал в соседний городок США. Рядом городки, но граница. Ее не пускают, а его пускают. И вот так они жили год. У них родился сын там. И наконец, значит, они уже поселились. В 2010 году этот центр русский посетила жена Медведева. Медведев там с визитом был, будучи президентом. Мне хотелось в газетах найти о визите Медведевой, но перерыв все центральные газеты, я ни слова там не нашел. О нем было, а о жене ничего не было. И пришлось только найти подробное описание в эмигрантской газете. Какие концерты ей там дети давали, подарки. Кстати, сайт у меня есть в интернете. И блог есть у Сергея Ну, это Николаевича? блог. Я Блог. сайтом называю блог. Можно там фильм об Ижевском пруде, можно там скачать. По моей сказке о пруде девятиклассница сделала фильм. И как ни странно, его 2 раза показали по местному телевидению. Он получил 3 диплома. Один из международных в Петербурге. Эта девочка получила. А сейчас другая школьница из этой же школы делает фильм «Память, которую мы потеряли». То есть о памятниках, уничтоженных с 18 года, перенесенных с места на место, искаженных. Все вот это будущее. Спасибо, Сергей Николаевич.